день, уважаемые дамы и господа. Мы рады видеть новые лица и наших друзей давнишних. И, конечно же, мы понимаем, что сформированная среда, художественная среда, и члены этой среды сегодня, которые присутствуют на вернисаже, это все благодаря таким мастерам и художникам, как Ричард Иосифович Субраков. И год 2016 юбилейный для Ричарда Иосифовича. И наш Хакасский национальный краеведческий музей, который является хранителем очень большой коллекции этого мастера, у нас около 350 произведений в фондах графики Ричарда Иосифовича, мы не могли пройти мимо этой даты. И я так рада, Ричард Иосифович, что я вас сегодня нашла, потому что это было непросто. Я постучалась, и какой-то совсем молодой голос мне в домофоне, сейчас же домофоны на дверях, мне говорит: да, слушаю. И думаю, нет, наверное, я не туда попала, потому что точного адреса не было известно. Я по всем подъездам пошла. Да, я говорю, а художник Ричард Иосифович Субраков здесь живет? Мне говорят, да. И это был такой радостный возглас, и я там на обратной стороне уже замерзла, стою. Так обрадовалась, вот поднялась, нашла и познакомилась с женой Ричарда Иосифовича. И вот у нас сегодня он присутствует, этот мастер. Ведь это штучный совершенно товар. Такие художники, как Ричард Иосифович Субраков, таких больше не делают. Вот студенты кафедры декоративно-прикладного искусства здесь присутствуют, с которыми я разговаривала до открытия, и говорю, вот Алла, у вас, вы такая терпеливая, вы могли бы, наверное, сделать что-нибудь подобное. Она в гиперреализме может создавать произведения, она говорит, ой, нет, это так трудно, это точечная техника, я пыталась, но я не смогла этого сделать. И представьте себе, что этот мастер, который вот здесь перед нами сидит, кажется, что обычные руки, обычная голова, обычный совершенно человек, вот такой вот мужчина в возрасте. И вдруг он создает такие произведения, которые сегодня повторить немыслимо. И он входит как раз в плеяду, ну, на мой взгляд, состоящую из трех исключительных художников. Это Андрей Топоев, Владимир Тодыков и Ричард Субраков, с которыми рядом пока никто не стоит. И не подходит даже близко к ним сейчас. И какое счастье, что Ричард Иосифович с нами, жив-здоров, слава Богу, еще 100 лет жизни. И сегодня он мне показал работу, я как раз приглашала его на вернисаж, показал работу, которую он сейчас заканчивает. Это вот, не побоюсь вот этого размера, покажу вам. Очень большая работа, тоже посвященная эпосу, станковая, и выполнена вот в той технике, в которой он работает. Мне трудно представить, сколько труда вложено в эту работу. И Аграфена Федоровна начала говорить об эпосе. Конечно, такой древний народ, как хакасский народ, он имеет очень древнюю культуру, очень древние традиции. А традиции, они из устно выражаются в сказаниях, в сказках, которые рассказывают на ночь детям, в каких-то песенках, побасенках. И уже как венец из устного творчества это эпические произведения Лутыхны Махи. И, конечно, Ричард Иосифович, как носитель этой культуры, он слышал эпос, который пели хайджи, эти гомеры и баяны хакасские, которые передавали образы легендарных богатырей хакасских, относящихся к эпохе Средневековья, Харахусхун, Албынжи, Алтынарых. Они передавали, и каждый зритель, каждый слушатель, он представлял свой образ этих богатырей, этих алыпов. Коня по-своему представлял. И вдруг появляются художники, а ведь в советское время не поощрялось, скажем так, вот это выпячивание национальной традиции. Была некая общность, советский народ, и, да, конечно, хакасский народ, да, свои традиции, но, пожалуйста, вот как-нибудь аккуратнее об этом говорить. И вдруг появляются художники, которые начинают иллюстрировать свои собственные техники, свои собственные традиции, иллюстрировать этот хакасский эпос. И образы становятся зримыми. И сегодняшний зритель, наверное,
читая сказания, читая эпос, он будет представлять именно вот так богатырей, именно так богатырш, именно таких коней он будет видеть в своем воображении, потому что эти художники силой своего таланта и мастерства эти образы сделали для нас зримыми. И я с огромной радостью поздравляю нас, потому что мы владеем этим сокровищем. И поздравляю Ричарда Иосифовича с открытием этой выставки. И надеюсь, что большое количество посетителей, Ричард Иосифович, увидят ваши работы. И, конечно, имя ваше известно в Хакасии, но еще раз мы будем говорить, как нам повезло, что у нас есть такой художник. Спасибо большое. Однажды, окунувшись в героический эпос и узнав таких героев, как Хан Урга, Хан Мерген, Хан Запик, Хан Сулу, он уже не мог, наверное, вырваться из этого окружения героических событий. И все его продолжительная дальнейшая жизнь нам показывает его работы. Посмотрите внимательно, он так тонко смог передать телесный жест, душевное движение и сосредоточенность чувств. И когда смотришь его картины, даже хочется как-то вот подтянуться и выпрямиться для того, чтобы ощутить значимость, что такие вот, оказывается, герои были у нас на нашей древней хакасской земле. И также обратите внимание, его герои нигде не улыбаются и не смеются. Он показывает их в момент душевного подъема. Эти люди знают, что их ждет впереди. Они знают, с чем они будут заниматься. И они чувствуют ответственность за судьбу своего народа и за судьбу своей Родины. А еще, если внимательно посмотреть на картины Ричарда Иосифовича, то можно увидеть, как он точно и правдиво передает предметы быта хакасского народа, костюмы, а также, обратите внимание, снаряжение воинов, начиная от седел, щитов, мечей и лук. И когда человек впервые увидит эти рисунки, он даже обратит внимание на узоры, на орнамент. И вот мне кажется, глядя на работы Ричарда Иосифовича, можно учиться делать орнаменты, можно учиться делать покрой платья, можно учиться одевать правильно хакасский платок. То есть в его рисунках мы видим всю правдивость и точность нашей народной жизни. А сейчас я хотела бы дать слово художнику. Боюсь немножко перепутать и Дорин неправильно поставить. Аненька. Спасибо за то, что я художник. Художника приписала.